Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 139. Што называецца, па гарачых слядах на працягу сутак раскрыта 98, з іх і 13 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 17 подозреваемых особ. Из числа зарегистрированных преступлений в относящейся категории тяжких и особо тяжких, а их на территории Брестской области было 5, 4 человека было установлено по подозрению в совершении данных преступлений. Кроме этого, продолжена работа по деалкоголизации населения. За истекший период на территории Брестской области изъято 675 литров фальсифицированных спиртных напитков. Уничтожено 4 самогонных аппарата. Продолжены мероприятия по профилактике семейно-бытовых преступлений. Было привлечено к ответственности за нарушение общественного порядка и распитие спиртных напитков 427 человек. Толькі за один святочны дзень 7 кастрычніка на тэрыторыі вобласці адбылося 2 дорожно-транспортных здарэнні. У адным з іх загінуў пешаход. 34-летний житель города Минска управлял автомобилем Opel Zafira и двигался на 120-м километре автодороги М1 Е30. Не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди едущего попутного автомобиля Hyundai и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля Opel Zafira и его 33-летняя жена и 5-летняя дочка получили травмы. 32-летний житель деревни Высочи Брестского района управлял автомобилем Audi A6, совершил наезд на пешехода. От полученных травм, к сожалению, пешеход скончался на месте. Водитель не остался на месте ДТП, а с места ДТП скрылся. Данный водитель был обнаружен. На момент обнаружения находился в состоянии алкогольного опьянения. 8 разоў за 3 выходные дні выязджалі на тушэнне ліквідацыю наступстваў пажарныя выратавальнікі розных падраздзяленняў МНС в области. Один мужчына выратаваны, 2 чалавекі атрымалі апёкі рознай ступені цяжкасці. Згарэла 5 пабудоў. В городе Кобрине на пожаре в двухквартирном доме был спасен 37-летний мужчина, который получил ожоги лица и рук. В рабочем поселке Речица Столинского района по предварительной информации из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления пострадал 42-летний местный житель. Мужчина пытался разжечь печь при помощи легко воспламеняющейся жидкости, а затем получил ожоги при попытке вынести загоревшуюся канистру на улицу.